Говоря о том, что концентрационные лагеря являются самым большим доказательством систематического давления Коммунистической партии Китая в отношении уйгуров, глава Ассоциации просвещения и солидарности Восточного Туркестана Хидаятулла Огузхан сделал следующее заявление. Они называют лагеря школами профессиональной подготовки. Однако это не так, потому что среди узников находится большое количество профессоров, которые не нуждаются в такой подготовке. Отвечая на вопросы информационного агентства Independent, Огузхан подчеркнул, что заявление Китая о спаде эпидемии следует воспринимать с сомнением. Напомнив о том, что коммунистическая партия относится к китайцам как к животным, глава ассоциации заявил, что вопрос коронавируса занял мировое сообщество до такой степени, что оно забыло про уйгуров. Огузхан рассказал, что ранее китайское правительство делало вид, что не замечает торговцев наркотиками, в результате чего в уйгурском регионе распространялся ВИЧ. Отметив, что уйгуры ожидают серьезных шагов правительства Турции по данному вопросу, Хидаятулла Огузхан потребовал от официальных органов и общественных организаций призвать Пекин к ответу за содеянные преступления. Международная организация Амнистии отреагировала на выдворение из Китая журналистов иностранных информационных агентств и жесткую цензуру прессы. По сообщениям агентства France Press, журналисты были выдворены после того, как раскрыли преступления Коммунистической партии Китая в Гонконге и Восточном Туркестане, а также начали расследование причин вспышки эпидемии в Ухане. Глава организации Джошуа Розенцвейг заявил, что теперь получить подробную информацию о ситуации с коронавирусом в Китае будет сложно. Китайские власти приняли решение запретить сотрудникам New York Times, Wall Street Journal и Washington Post работать не только в Китае, но и в Восточном Туркестане и Гонконге. Розенцвейг подчеркнул, что это нарушает основной закон Гонконга и заявил, что правительство особого административного округа должно немедленно отреагировать на действия Пекина. Президент США Дональд Трамп направил письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну, в котором предложил сотрудничество в борьбе с эпидемией. Ссылаясь на слова сестры лидера Северной Кореи Ким Йо Джонг, информационное агентство Йонхап сообщило, что для улучшения двусторонних отношений Трамп предложил КНДР сотрудничество в борьбе со вспышкой COVID-19. Было отмечено, что администрация Пхеньяна приветствовала данное предложение. Несмотря на то, что письмо является показателем хороших отношений между лидерами, было отмечено, что не следует торопиться с выводами. До сих пор в Северной Корее не было зарегистрировано ни одного случая COVID-19. Однако тысячи людей находятся под медицинским наблюдением на случай вспышки эпидемии. Число инфицированных коронавирусом нового типа по всему миру превысило 350 тысяч, а количество погибших – 15 тысяч человек. За последние 24 часа в Италии погибли 651 человек. Общее количество жертв составило 5476, а число инфицированных достигло 59 138. Говоря о том, что эпидемия стала самым сложным кризисом со времен Второй мировой войны, премьер-министр Джузеппе Конте сообщил, что вся производственная деятельность, кроме стратегической, будет остановлена. С другой стороны, тест вице-президента США Майка Пенса оказался отрицательным. Число погибших американских граждан составило 391. Общее количество инфицированных достигло 32 801. В рамках борьбы с эпидемией в Иране медицинское обследование прошли 32 792 000 человек. В общей сложности сотрудники здравоохранения связались с 36 миллионами иранцев. В Турции погибло 30 человек. Количество случаев составило 1236. В свою очередь, после подтверждения вируса у личного врача Ангелы Меркель, канцлер Германии приняла решение войти в карантин. Военные действия в Ливии приостановлены из-за пандемии коронавирусной инфекции. Антонио Гутерреш сообщил, что страны-участницы ООН поприветствовали решение прекратить вооруженный конфликт из гуманитарных соображений. В свою очередь, координатор палестинского офиса ООН по гуманитарным вопросам Мак Голдрик предупредил, что из-за эпидемии коронавируса сектор Газа, находящийся под израильской блокадой, может столкнуться с тяжелыми последствиями.